Доброе утро! Да, так соскучились по вам с этим дополнительным нашим праздником, Да. который не всем на территории Российской Федерации доступен, а только нам, Республике Саха-Якутия. И с этим, наверное, мы вас поздравляем с прошедшим Днем Республики, дорогие друзья. Ну а мы врываемся в новую рабочую неделю, самую короткую в этом году. Всего 2 рабочих дня, а за ними долгожданный май. И хочется начать наш эфир сегодня с позитивного видео. На нем девушка в легком струящемся платье едет и одновременно танцует. Выглядит, ну, я бы сказала, невероятно эффектно. Наверняка это видео станет популярным благодаря его позитивной энергетике, Паш. Что ты думаешь? Ну, а я смотрю просто на технику катания, потому что, ну, как бы, это сложно. Это сложно, вот, ну, и она же едет, она не падает, все, она контролирует ситуацию, то есть каждый видит то, что хочет видеть. А по мне так очень красивое платье, я на это смотрю. Ну вот видишь, ты с женской точки зрения смотришь на красоту, я с мужской более на какие-то вот вещи, связанные с техникой катания, да, вот как вот, ну как вот не упасть, как это осторожно все равно нужно делать, потому что видно, что и скорость хоть и не какая-то прям очень невероятная, тем не менее, мне кажется, на таком покрытии, если, не дай бог, где-то оступиться, будет ну, не очень приятно. Ну а в целом, если посмотреть, что окружает эту девушку, это прекрасные виды, зеленые растения. И ну летняя атмосфера какая-то. Летняя атмосфера. Вот интересно, когда наступит у нас лето? А вот сейчас вообще узнаем, может быть, сегодня уже. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке -2 градуса. В Заречной группе +10. В южных -2 +2, в Вилюйской группе 0 +4. В Нижнеленских от -4 до 6 градусов тепла. В западных -3 +6. В Калымы-Дигирской группе улусов ожидается до +4 градусов. В Янских -13 до 2 градусов тепла. На северо-западе -16, -2. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке +1 градус. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный от 1 до 2 метров в секунду. Сегодня днем переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до +7 градусов. Ну, погода хорошая, +7. Да, ну, который день уже держится, и, в принципе, уже можно в очень легкой относительно одежде, во всяком случае, в дневное время в Якутске ходить, передвигаться. Вечерние прогулки нам стали доступны, но это уже было давно. Сейчас просто более легко этим заниматься. Ну, а многие девушки радуются, что, конечно, можно достать аксессуар в виде солнечных очков, которые всегда как бы украшает образ, и солнце действительно радует. Сегодня, по крайней мере. Ну да, и с другой стороны, автомобилисты тоже их подоставали. Я вот, к сожалению, свои утерял не так давно. Очень трудно за рулем передвигаться. Ну а тем временем законопроект, запрещающий рекламу духовных практик и эзотерических услуг, внесен в Госдуму. Пока законопроект еще не принят, но если он получит одобрение, то под запрет попадут такие специалисты, как тарологи, астрологи, энергопрактики, нумерологи, хироманты и даже регрессологи. Если честно, я вот, например, не знаю таких специалистов и чем они занимаются. Регрессологи. Звучит так, как будто бы очень проредеет социальная сеть одна кое-какая на количество пользователей, если все это запретить рекламировать. Но тем не менее, вообще, вот регрессологи, я тоже, да, это слово увидел и попытался, опять же, логически понять, что это такое. Регресс — это обычно противоположность прогрессу, регрессолог, человек по антипрогрессу, кто это такой. Все же остальные, да, как бы нет-нет, мы периодически сталкиваемся, видим, ну, чего стоит только одно знаменитое шоу про похожих людей, которые ищут в багажнике людей. Вот. Ну а вообще в целом, ты когда-нибудь пользовался услугами нумеролога, астролога? Ну, на самом деле, так почитать ради интереса, просто как-то подсориентироваться, это да, но чтобы прямо нести свои кровно заработанные деньги, ну, это уже какой-то, ну, как бы, нет, я бы этим не стал заниматься. Конечно, вот есть даже исследования, ученые вроде как доказали, что люди, которые верят в гороскопы, они как бы являются представителями, ну, у них не очень высокий интеллект. Я на самом деле с этим не согласен, как бы, когда ты просто читаешь, смотришь что-то вот интересное, где-то подмечаешь для себя, где-то находишь сходство там со своей жизнью, да. Другое дело, когда ты прям вот только вот одни гороскопы, я вот в них верю, никакие там практические вещи, да, они прагматичные, на меня не влияют, это уже, да, нехорошо.
а просто так ради интереса, где-то там чуть-чуть себя подуспокоить. Ну, такое возможно. Ну, давай не будем гадать, а лучше узнаем мнение специалиста, тесно работающего с людьми и их переживаниями, но при этом имеющего диплом, подтверждающий его профессиональные компетенции. Далее наша рубрика «Свежая голова». В ней мы обсуждаем разные актуальные темы. Давайте сегодня узнаем мнение одного из таких экспертов. И позвоним мы руководителю психологического центра Надежды Васильевой, члену Российского психологического общества, члену Пленума Союза женских организаций Республики, автору научных публикаций по психологии здоровья, семейному психологу Надежде Юрьевне Васильевой. Надежда Юрьевна, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Но мы сейчас говорили о том, что в Госдуме обсуждается законопроект, запрещающий эзотерические услуги. И вот что, если он будет принят, то под запрет попадут услуги таких специалистов, как тарологов, астрологов, нумерологов. Вот вы, как человек-психолог, да, что об этом думаете? Ну, я как психолог, имеющий образование и давно, в общем-то, занимающийся психологией с 2001 года, когда это еще не было так популярно, как сейчас, конечно, я слежу за этим законопроектом. Изначально туда попадали и игропрактики, нутрициологи, расстановщики, и постепенно их оттуда убрали из этого списка. И я считаю, что это действительно давно в этой сфере нужно было начать регулирование, потому что очень много сейчас стали заниматься ввиду популярности люди, совершенно не имеющие базового высшего образования, и которые закончили какие-то курсы, и которые на волне того, что в нестабильное время люди всегда, во все времена обращались больше к магам, к таким вот каким-то эзотерическим специалистам, потому что они получают очень быстрые какие-то ответы на свои вопросы. Если ты идешь к психологу, то это нужно внутренне работать над собой, расти, осознавать, а это долгий путь психотерапии, как вы знаете. А вот люди с магическим мышлением и люди, которые в стрессовой ситуации, в общем-то, многие попадают в такое состояние, когда хочется очень быстро, легко получить какие-то советы, ответы о прошлом, о будущем, и это людей толкает к таким специалистам. И среди них очень много шарлатанов, откровенно, которые не только тебе не помогут, но они могут навредить тебе вот этими как раз своими советами. Вы знаете, что нутрициологи тоже были в этом списке, и сейчас их оставили с условием того, что они должны получать высшее образование. Вообще, чем отличается высшее образование, зачем оно человеку нужно, если вы спросите меня? Для того, чтобы понимать, что это доказательно. То есть вот психология, это почему является наукой? А потому что это проведено многочисленные исследования, которые доказывают эффективность наших методов. В то время как эзотерические знания, они не доказаны. То есть исследования их не доказывают. То есть кому-то это приходит просто в голову, есть вот эти какие-то знания, учения, обряды, ритуалы, но эффективность их научно не доказана. Надежда Юрьевна, ну а на ваш взгляд, вот ведь все-таки есть же такое мнение о том, что главное, чтобы помогало. То есть если человеку помогает тот или иной маг, или, допустим, нумеролог, астролог, да, кому-то психолог с дипломом, да, но ведь главное, чтобы помогало, да? Или все-таки вы считаете, что услуги таких специалистов, однозначно не нужны, и человек может обойтись без расчетов матриц, натальных карт, и особо и не надо знать, в каком доме Венера. Да, и вообще, есть ли Венера, и кто она такая, и где она должна быть? Приведу пример. Да? Ко мне, допустим, приходят люди, которые говорят, вот в прошлой жизни мне сказали, что я там нагрешил, и сейчас я отрабатываю свою карму для того, чтобы в будущей жизни там жить хорошо. Да? Вот таких, например, очень много приходит. С точки зрения психологии вообще не важно там прошлая жизнь, будущее, вообще нет таких понятий, а есть понятие сегодняшняя жизнь и что тебе нужно сделать сегодня, чтобы ты сегодня был счастлив, например. Вот это я считаю прямое вредительство.
Вот. А то, что помогает, есть феномен, опять-таки, внушения. Например, люди, опять-таки, необразованные, имеющие магическое мышление, они легко поддаются внушению и легко, например, попадают под воздействие мошенников. То есть они верят всему, что им говорят. От этого, конечно, они могут испытывать облегчение, они могут верить во что-то. И это и может иметь какой-то результат, но не долгосрочный. Например, посчитали вам по цифрологии, там, натальной карте, там, астрологии, или там, не знаю, по разным методам, то, какая у вас судьба, но эту судьбу же вам придется все равно самим прожить. И если у вас не меняется мышление, если вы там не проработали какие-то психологические травмы, и ваши поведенческие паттерны все равно остаются такими же, но вы все равно будете продолжать жить так же. Что бы вам ни сказали, во что бы вы ни поверили, конечно, если тебе сделали хорошие прогнозы, тебе станет легче. Но проживать свою жизнь ты все равно будешь сам. Вот со своими вот этими внутренними установками, которыми психология как раз-таки и занимается. Спасибо большое за ваше мнение. Мы желаем вам хорошего, доброго утра и прекрасного настроения. Спасибо. Доброго утра и хорошего настроения тоже всем слушателям. Ну, а мы продолжаем, и далее наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Якутяне задали Арсену Николаеву более 1400 вопросов на прямой линии. Прямая линия прошла в День Республики 27 апреля. Арсен Николаев ответил на самые важные и актуальные вопросы, касающиеся развития республики. Среди обсуждаемых тем были обновление школ и больниц, строительство жилья и переселение из аварийного фонда, развитие транспортной системы, социальная поддержка, благоустройство населенных пунктов и помощь участникам СВО. Больше всего вопросов поступило от жителей Якутска, а также Алданского, Мирнинского, Ленского, Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Верхневилюйского, Сунтарского, Нюрнгринского и Нюрбинского районов. Пенсии и пособия в Якутии выплатят досрочно к майским праздникам. Доставка пенсий и социальных выплат через почтовое отделение в районах республики будет осуществляться по следующему графику. С 3 по 5 мая по обычному графику, с 6 по 8 мая с учетом выплат, запланированных на 9 мая. С 10 мая выплаты продолжатся по стандартному графику. Пособия, которые обычно выплачиваются 3 мая, будут перечислены 30 апреля. Это касается единого пособия на детей до 17 лет, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, неработающим родителям, ежемесячные выплаты на первого ребенка до 3 лет и пособие на ребенка военнослужащего-срочника. Кадровая программа «Якутия. Земля героев» будет длиться не 1 год. Во время прямой линии Арсен Николаев сообщил, что всего поступило 594 заявки на 25 мест. После предварительных отборов осталось 293 человека. В конце июня определятся 25 человек, которые будут проходить обучение. Те, кто не успел подать заявку в этом году, могут принять участие в следующих отборах. Напомним, программа «Якутия. Земля героев» – это уникальный проект, направленный на формирование новой культуры государственного управления через вовлечение участников и ветеранов специальной военной операции в процесс управления республикой. Программа эта точно не на 1 год, она будет у нас несколько лет длиться. Вот, и уверен, что вот те ребята, которые в силу разных причин не успели подать документы, а таких на самом деле много, ко мне вот даже звонили там тоже мои хорошо знакомые, которые со СВО вернулись, что вот день не успели, 2 не успели, что-то там не работало у них так. Но здесь даже я был бессилен, потому что, еще раз говорю, тут подходы были у всех ко всем одинаковые, поэтому вот сейчас список уже как бы закрыт, вот сейчас до конца дойдем, в следующем году работа будет продолжена.
Миллионы человек в России и по всему миру стали участниками акции «Диктант Победы». Самое масштабное историческое тестирование. В этом году это более 35 тысяч площадок по всей стране и в 90 странах мира. Тестирование прошли якутяне, проживающие в Москве. «Диктант Победы» провели в постпредстве Якутии. В задание теста были включены вопросы о событиях на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны. Также специальные военные операции. Главная цель «Диктанта Победы» – сохранить историческую память и напомнить о важном противодействии нацизму. Некоторые города, которые наши деды освобождали в 1943 году, например, Волноваха, их освобождали их же внуки уже в 2022. Эти параллели, они тоже на самом деле приходят всегда на ум. И очень правильно организаторы сделали, что некоторые вопросы включили по истории уже специальной военной операции. В этом году вопросы диктанта Победы мне показались достаточно сложными. Но что очень важно, те вопросы, которые вызвали сомнения, потом будут изучены не только мной, но и, я уверена, всеми участниками этого диктанта. Мы будем ожидать результатов тестирования на сайте диктантпобеды.рф. 30 апреля в России отмечают День пожарной охраны. Незаменимые совершенно, конечно, это люди, да и служба в целом, без которой просто невозможно жить. И это противопожарная безопасность, и противопаводковые меры, и нередко даже спасение человеческой жизни. О том, как отмечают свой профессиональный праздник представители данной структуры, какие мероприятия проводятся сейчас для развития противопожарной защиты республики, нам расскажет наш гость, начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по республике Денис Фомин. Денис, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Дарья. Очередь, конечно, доброе утро, Павел. Спасибо. И вначале, конечно, хочется с наступающим праздником вас поздравить, и ваших коллег в вашем лице, соответственно, потому что уже завтра, да, профессиональный праздник — это всегда прекрасно. Это повод отметить значимость работы, конечно. Ну, и, учитывая вашу специфику вашей работы, конечно же, и слова благодарности выразить, потому что на страже нашего покоя и безопасности всегда находитесь. И, тем не менее, какие вообще у нас противопожарные мероприятия в республике проводятся? Какова обстановка, как-то поменялась ли там она статистически за последние годы? Спасибо большое за поздравления от меня лично и от всего личного состава. Да, в последнее время в республике у нас совершенствуется система противопожарной защиты населения, объектов экономики. Как Главным управлением МЧС России по республике, так и правительственными структурами республиканскими принимаются нормативно-правовые акты, комплексные планы по совершенствованию противопожарной безопасности. Но, несмотря на все эти принимаемые меры, конечно, у нас, к сожалению, происходят пожары. Если брать статистику текущего года, то с начала года у нас произошло 420 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года у нас идет снижение чуть более чем на 15%. Ну, конечно, происходит, к сожалению, гибель на пожарах, но в связи, несмотря на это, личным составом пожарных подразделений в текущем году, с начала текущего года, у нас спасено и эвакуировано более 620 человек. Ну а вообще с чем связана вот подобная статистика? Да, все-таки мы видим, что улучшение идет, да, то есть количество пожаров сокращается, гибели тоже, да. Вот это все-таки зависит от чего? От того, что все-таки идут профилактические какие-то меры или все-таки какие-то, может, новые технологии используем, да, при, допустим, той же самой проводке, установки в доме, да, в частных домах? Ну, тут, наверное, стоит нам обратить внимание на то, на статистику, из-за чего случаются пожары. Основная причина у пожаров, происходящих на территории республики, это нарушение эксплуатации электрооборудования, это стоит на первом месте. На втором месте это нарушение эксплуатации печей. И третье – это неосторожное обращение с огнем. То есть топ-3. Ну да, так скажем, топ-3 в кавычках, что, к сожалению, приводит к пожарам, происходящим у нас. Ну, то есть при этом как бы статистика в этом году, она говорит, что пожаров становится меньше. Мы вот услышали 3 основные, скажем так, причины, из-за чего происходит возгорание. То есть, по сути, это все причины, зависящие от человека. То есть люди более осознанные, аккуратнее, осторожнее стали, получается. Да, конечно, основная причина – это человеческий фактор. И благодаря пропаганде пожарной безопасности, той информации, которая поступает через средства массовой информации,
через листовки, которые личный нас состав разносит населению, информирует. Население стало более ответственно относиться к пожарной безопасности, потому что они понимают, что от этого зависит их жизнь и сохранность их имущества. Вот говоря про ответственность, и тут хочется поговорить про чрезвычайные уже ситуации, ну, мы все понимаем, что как бы они бывают разные, порой не хватает рук, и на помощь приходят добровольцы, да, люди, которым тоже не безразлична судьба ближних людей, скажем так. И вот как с такими подразделениями организована работа? Ну, в нашем понимании пожарной охраны добровольцы, я так думаю, что это, скорее всего, шире понимание, чем вот сейчас развивается у нас добровольческое, волонтерское движение в разных направлениях. Добровольная пожарная охрана, она федеральным законодательством утверждена как отдельный вид пожарной охраны. Благодаря правительству республики развитие добровольной пожарной охраны активно происходит на территории республики. Данными подразделениями у нас прикрываются небольшие населенные пункты, где население составляет менее 1000 человек. Если взять общий процент прикрытия населения, то это составляет небольшой процент республики, ну, чуть больше 7%, но при этом туда входит очень большое количество небольших деревень и населенных пунктов. Ну а вообще за последние годы как-то изменилась система противопожарной защиты в республике? Да, с каждым годом эта система защиты совершенствуется. У нас происходит перевооружение подразделений пожарной охраны как федеральной составляющей, которая входит в структуру МЧС России, так и республиканских подразделений. То есть у нас поставляется более современная техника, более современное пожарно-техническое вооружение. Также я думаю, в данном вопросе стоит сделать акцент на безвозмездную установку автоматических домовых пожарных извещателей. То есть по комплексной программе республиканской у нас ежегодно происходит установка в частных домах и многоквартирных домах 5-й степени огнестойкости. Ну, это для понимания, чтобы деревянные многоквартирные дома. С начала текущего года у нас установлено уже более 800 пожарных извещателей. По данной комплексной программе, рассчитанной до 2029 года, предусмотрена установка ежегодно 2000 извещателей в таких домах и в частных жилых домах. Также за счет муниципальных образований планируется установить более 17 тысяч таких извещателей. Ну и также вот те же самые добровольные пожарные подразделения, происходит их постоянное обучение, чтобы они профессионально выполняли возложенные на них задачи. Мы проводим стажировку в наших федеральных подразделениях, чтобы они перенимали опыт от наших подразделений. Ну, а 30 апреля как вообще отмечаете праздник? Да? Ну, наверное, конечно, там какие-то официальные мероприятия есть, да, но, наверное, еще и как-то с жителями есть взаимодействие какое-то. Вот как мы бы могли прийти и отметить ваш праздник, например, или посмотреть, как вы его отмечаете? Да, конечно, ежегодно, как сказали, уже 30 апреля у нас мы отмечаем данный праздник. В прошлом году у нас был юбилей, поэтому мы делали более масштабно, более доступно для жителей нашей столицы, ну и во всех населенных пунктах, где есть подразделения пожарной охраны, также происходит празднование этого дня. Ну, данный день мы начинаем с торжественного построения, где руководство главного управления награждает особо отличившихся личный состав, где мы высказываем слова благодарности нашим ветеранам, конечно, не без этого. И в рамках данных мероприятий, вот именно для населения, чтобы показать нашу работу, у нас проводятся открытые показательные выступления. То есть каждый год мы меняем данную программу, пытаемся показать то новое оборудование, которое есть у нас на вооружении, чтобы показать непосредственно населению, как работает да, пожарная охрана. На данных мероприятиях мы даем и поработать со стволом, с водой, взрослому населению, детям. Можно будет включиться в дыхательный аппарат, попробовать. Некая даже профориентационная работа какая-то для детей получается. Да. Может быть, этим мы каких-то детей и сподвигнем на... Выбор будущей профессии. Совершенно верно. Все верно. Ну а вот еще такой вопрос. Чем завтракают пожарные? И вообще завтракают ли? Ну,
Конечно, завтракают, потому что наша профессия требует полной отдачи, и когда личный состав находится на дежурных сутках, они должны быть готовы в любой момент выехать. Запас энергии должен быть. Да, поэтому, ну и у нас требования к физической подготовке личного состава, поэтому я думаю, если обобщенно брать, не детализировать, то это то питание, которым завтракают спортсмены, готовые в любой момент времени показать какие-то результаты, достойные чемпионов. А может быть, поставить мировой рекорд новый. Денис, спасибо вам, с наступающим праздником еще раз, ну и спасибо за эту беседу. Ну, а Спасибо. мы, говоря вот уже про завтрак, да, в целом вариаций завтраков огромное множество. Это только если смотреть на официальные рецептуры. Вот, например, да, красная рыба на поджаренном тосте с авокадо, яйцом пашот, яичница, различные вариации ее компоновки в виде того же бекона, сосисок и прочего. Но иногда все-таки хочется чего-то простого. Или же, возможно, от нехватки времени просто нет возможности блистать кулинарным мастерством. Тут на выручку может прийти докторская колбаса. Сегодня, кстати, отмечается ее день рождения. Кстати, докторская она называется, потому что является в какой-то степени лечебной, если можно так выразиться. В 30-е годы прошлого века состояние здоровья жителей Советского Союза резко ухудшилось, все чаще фиксировались вспышки различных заболеваний, а причиной этому стал массовый голод, охвативший многие регионы страны. И тогда еще нарком пищевой промышленности Анастас Микоян решил, что необходимо разработать продукт, который мог бы улучшить здоровье советских граждан. При этом продукт должен был быть полезным, вкусным и питательным, а также удобным в транспортировке, в хранении и употреблении. В результате свет увидела рецептура докторской колбасы. Докторская отличалась пониженным содержанием жиров при большом количестве белка, что делало ее сытной и очень вкусной. И именно докторская спасла сотни тысяч людей от последствий долгого голода и помогла восстановить здоровье советских граждан. К сожалению, сегодня рецептур этой колбасы огромное множество, и не всегда они соответствуют своим историческим качествам. Тем не менее, метод проб и ошибок можно найти, допустим, ту, которая как минимум, хотя бы немного, но похожа на ту докторскую колбасу, которая, конечно же, не скажется негативно на вашем здоровье и на вашей фигуре. Да, ну а далее расскажем о других знаковых событиях, отмеченных сегодня в календаре. На календаре 29 апреля. Сегодня отмечают Международный день танца. По народному календарю Арина урви берега. На Арину было принято заниматься рассадой. По поведению рассады судили и о будущем сенокосе. Если молодые растения активно пьют поливку, он придется на сухие дни. На Арину также полагалось белить стволы садовых деревьев. Этот день в истории. 1770-й. Джеймс Кук высадился на восточном побережье Австралии в удобной и безопасной бухте. 1897. Английский физик Джозеф Томпсон объявил об открытии им электрона. 1913. Запатентована улучшенная застежка «Молния». 1932. В Советском Союзе созданы бригады содействия милиции «Бригадмил». 2000 год. Германия передала России фрагменты подлинной янтарной комнаты. В этот день родились Василий Татищев, российский историк, экономист, государственный деятель; Карл фон Дресс, немецкий изобретатель; Александр II Романов, российский император; Жюль Анри Пуанкаре, французский математик, физик, астроном и теоретик науки; Николай Крылов, советский военачальник, маршал и дважды Герой Советского Союза; Галина Кулакова, советская лыжница, четырехкратная олимпийская чемпионка, тренер. Именины сегодня отмечают Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел и Тимофей. Ну а после небольшого экскурса в историю полезного продукта, докторской колбасы, уместно поговорить и о других полезных для человека вещах, например, о физической нагрузке. Ее умеренное количество в нашей жизни благоприятно сказывается как на внутреннем самочувствии, так и на нашей энергичности. Оптимальный объем активности можно уложить в утренний комплекс упражнений. И сейчас предлагаем сделать этот комплекс под чутким руководством нашего спортивного инструктора. Всем доброе утро! У нас сейчас будет с вами зарядка на все тело. Начнем с разминки. Сделали глубокий вдох и выдох. Еще раз вдох внизу, наверху выдох. И последний раз глубокий вдох с приседом и наверху выдох. Повороты головы в правую сторону. Раз, два, три, четыре. Вниз, вверх. Раз, два, три, 4. Наклон, круговые движения головой в правую сторону. Раз, два, три, 4. И влево. Раз, два,
3, 4. Руки перед собой, кисти рук влево-вправо, влево-вправо. Локтевой сустав вовнутрь. Раз, два, три, 4. И внаружу. Раз, два, три, 4. Руки на плечи, круговые движения вперед. Раз, два, три, 4. И назад. Раз, два, три, 4. Рывки руками. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Руки на пояс. Тазобедренным суставом в правую сторону. Раз, два, три, 4. И влево. Раз, два, три, 4. Руки на пояс. Правую ножку. Круговые движения вращаем в правую сторону. Раз, два, три, 4. И вовнутрь. Раз, два, три, 4. Теперь другая нога левая. Раз, два, три, 4. И вовнутрь. Раз, два, три, 4. Руки на коленки. Коленки чуть согнули. И работаем во внутреннюю сторону. Круговые движения. Раз, два, три, 4. И внаружу. Раз, два, три, 4. Встряхнули ноги и ручки. Сделали вдох, выдох. И наше с вами первое упражнение – это касание ладонь коленом. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Выдох. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Следующее упражнение – джампинг. На шагах. Шаг в сторону. Выдох. Выдох. Ручки наверх. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И еще раз. Раз, два. Выдох. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сделали глубокий вдох и выдох. И сразу следующее упражнение. Локоть, колено. Ручки за голову. Выдох. Выдох. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сделали глубокий вдох и выдох. Следующее упражнение. Также ручки за голову, колено, локоть только в стороны. Убираем наши бока. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И еще раз. 2, выдох, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сделали глубокий вдох и выдох. И с вами последнее упражнение – это присед колено. Присед колено. Поехали. Вдох, выдох. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Выдох. 8, 9 и 10. Потянули правую ручку за локоть. Чувствуем легкое натяжение. Раз, два, три, 4. Левая. Раз, два, три, 4. Теперь потянем наши ножки. За носок потянули. И чувствуем легкое натяжение сзади. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Поменяли ножку за левый носок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Сделали глубокий вдох. Выдох. Встряхнули ноги. С вами была Ксения Габишева. Удачного дня. А для тех, кто делает зарядку перед самой тренировкой, например, в спортклубе или в тренажерном зале, неплохо бы знать о правилах поведения в заведении, где вы тренируете свое физическое здоровье. Это и безопасность, и элементарный этикет, что немаловажно в общественных местах. Подробнее об этом в нашей рубрике «Школа этикета». Доброе утро. Мы находимся в зале тренажерка. Меня зовут Сергей, я главный тренер. Хочу сегодня вам рассказать о этикете в зале. Ну и первое, с чего мы начнем, это форма одежды должна быть удобная. Кроссовки, шорты, либо у девушек леггинсы, какие-то рашгарды, майки, футболки. В принципе, все это. Главное, чтобы вам было удобно. А также главное, чтобы это все было свежее и не поношенное неделю, потому что если это издает резкие запахи, это будет мешать другим. Также полотенце с собой, какое-нибудь небольшое полотенце, которым вы можете после себя протереть тренажер, не оставлять следы пота.
При выполнении жима лежа, к примеру, мы кладем полотенце, не оставляем после себя следов, и уже после этого приступаем к выполнению. Выполнили. Полотенчик забрали, сменили локацию, перешли к следующему упражнению. Следующее правило этикета в зале – это разбирать после себя гриф. В целях безопасности всегда надевайте замки на штангу, потому что блины могут отлететь. Когда вы закончили, снимаем, разбираем свою штангу и кладем все на место. Ну, у нас здесь по цветам блины, их несложно ставить туда же, где они и были. Все, когда вы закончили, после себя разбираем инвентарь. Это тоже одно из правил. После использования любого инвентаря, будь это гантели, блины, все что угодно, пожалуйста, верните на место, тогда следующий, кто будет заниматься, будет вам благодарен. Ну и, соответственно, вы в такую же ситуацию будете попадать. Не надо будет искать инвентарь по залу, все будет лежать на своих местах. Следующее правило – не занимайте тренажер долго. То есть, если зал переполнен, вы выполнили то, что хотели, желательно не сидеть с телефоном на тренажере, а освободить его. И если вас просят, то разрешать работать вместе, делить тренажер. В целом, использование телефона во время тренировки не приветствуется, так как желательно сконцентрироваться на том, что вы делаете, прочувствовать рабочие мышцы. Во время отдыха можно сделать растяжку активную, либо восстанавливаться активно, хотя бы ходить, просто ходить так. Следующее правило – не давайте непрошенных советов. Если человек занимается, никто не знает, какая у него цель, может быть, конкретно в этом выполнении, в такой технике он добивается своих целей. За исключением того, если вы видите, что риск травмы высокий, можно поправить. Следующее правило – не бросать веса, не создавать лишний шум и не портить покрытие. Опускать гантели нужно подконтрольно медленно, это называется негативная фаза, и позитивную фазу уже более быстро создавать. Вниз мы контролируем опускание, вверх прилагаем усилия. Отлично. Когда закончили, аккуратно ставим на пол. Следующее правило – не фотографируйте, не снимайте людей без их разрешения, даже если они просто попадают в фон. Это неэтично, поэтому соблюдайте это правило этикета. Ну и последнее – будьте вежливы с другими посетителями зала, где-то помогайте, где-то уступайте. Спасибо, пожалуйста, с вас не убудет, зато всем будет приятно находиться в тренажерном зале. Всем удачи! Безусловно, хорошие манеры – это украшение человека. А что может быть украшением города? Ну, конечно же, это всевозможные скверы, памятники, площади, однозначно. Но иногда можно обойтись и без таких капитальных объектов. Ну, вот как пример – уличное художество. И не всегда это художество, которое выполнено в виде больших муралов или граффити, наполненных бунтарским духом. Красота родного края, запечатленная в кадре. Ну, чем не украшение города? Вот о таком примере в Якутске расскажем далее. Уличное искусство набирает обороты. За последние годы в столице открылось множество стрит-арт-объектов, вдохновленных якутской культурой. Однако природа родного края не меньший стимул для творческих свершений. Выставка «Рожденные весной» тому доказательство. Фотографии, представленные на вернисаже, отражают все богатство якутской фауны. От широко распространенной незабудки до краснокнижного Эдельвейса Харкевича. Все кадры были сделаны учеными в ходе полевых исследований. Пожалуй, поэтому они и привлекают внимание горожан. Ведь интересно, каково это – видеть растения глазами ботаника. Обычно люди как думают, ботаник – это человек, который сидит в кабинете, там перебирает гербарий и все. На самом деле ботаник – это человек, который абсолютно сложных, погодных, климатических
географических условиях, лазает по горам, по тундрам и где только он не бывает, чтобы найти наше уникальное растение, чтобы сделать каталог этих растений, чтобы вот мы знали, какие же все-таки растения у нас на просторах нашей огромной республики растут. Среди любопытствующей толпы есть такой самоотверженный ученый. Еще в 2013 году в селе Техтюр Айталина Ефимова запечатлела один из самых любимых цветков якутян – подснежник или прострел узколистный. Там намырания они растут, мы все знаем, они рано очень зацветают у нас, являются такими предвестниками лета. Очень красивый цвет здесь, фиолетовый с желтым сочетается очень красиво. И поэтому я снимала это как художник-любитель, наверное, как фотограф. Ну и потом как ботаник тоже, чтобы люди знали. Название латинское, чтобы знали, русское, якутское знали. Вернисаж размещен в сквере галереи имени Габышева. Работники культуры крайне рады такому соседству. Я думаю, что этот проект, он интересен еще и тем, что посетители могут, проходя, просто прогуливаясь по улицам нашего города, знакомиться как с научной точки зрения, да, с названиями уникальных природных памятников, таких как вот наши цветы, прострелы, так и с эстетической точки зрения, да, любоваться фотографиями. А восхититься фотографиями растений суровой якутской природы можно до 31 мая. Эржена Гармаева, Иван Сорокаумов, Якутск. Все гениально просто, вот действительно, но есть же эти фотографии. Очень много людей увлеченно занимается таким искусством, да, и они есть, наверное, у многих профессиональных фотографов. Обычно растения, именно растения и животных фотографируют очень часто. Но вот а почему бы не распечатать, не повесить это вот на улицах нашей столицы и посмотреть, какая интересная получилась выставка? Ну как, почему бы нет? Ну уже есть. Сделали, да, твоя мысль была услышана до того, как была озвучена. Ну и это хорошо, потому что все равно. Сейчас вот у нас как бы весна, сейчас везде кругом все зацветет, но пока мы вот в этом периоде нашей вот этой апреле-майского периода, пока еще все, ничего особо не цветет, но уже тепло наступило. Почему бы не порадоваться нашей природе, запечатленной, опять же, в кадре, тем более такие красочные цветы, ну, красота. Ну и не просто цветы, это все растения нашей Якутии. Это все растения. И познавательно к тому же. Да. Ну а сейчас мы перенесемся в Тампонский район. Ведь там, в поселке Хандага, воспитанники детского сада «Колокольчик» совершают свои первые открытия. Дети осваивают не только привычные для них рисование или лепку, а целую прикладную науку под названием робототехника. Подробнее в материале. Обычный день детского сада «Колокольчик» вовсе не похож на обычный. Ведь вместо привычных рисунков и аппликаций у детей на столах настоящие наборы для программирования. Ребята, сегодня мы с вами познакомимся с червячной передачей. Чтобы наш механизм заработал, нам нужно будет найти вот такую деталь. Посмотрите. Для работы с детьми в дошкольном учреждении ведется несколько групп. Знакомство с конструированием для младшей, конструирование по схемам для средней, робототехника и программирование для старшей и подготовительной групп. Мы работаем с 2017 года. Образовался наш кружок. Первые, конечно, годы было сложно. Мы долго искали хорошего поставщика, не было оборудования, искали интересные направления. И с 2019 года уже вошли в систему, начали работать планомерно, систематически. Программное обеспечение рассчитано на самую юную аудиторию и содержит учебные материалы для реализации проектов в самых разных областях, будь то робот для полива растений или грузовик для переработки отходов. С удовольствием всегда бегут на кружок. Если по каким-то причинам кружок долго не проводится, они вылавливают. А когда мы хотим, возьмите нас обязательно, нам вот очень нравится, просятся. Робототехника развивает не только навыки программирования, но и учит детей командной работе, умению взаимодействовать с группой и выступать на соревнованиях. За все это время наши дети поучаствовали во многих конкурсах. И национальные чемпионаты по робототехнике, мы трижды выезжали
становились победителями республиканского уровня и выезжали в разные города именно на национальные чемпионаты. Мы побывали в Москве со своими проектами, в Екатеринбурге и в Красноярске. В планах у нас познакомиться с новыми наборами, с новыми направлениями именно по конструированию, именно по развитию технического творчества, возможно, даже выйти на международный уровень. Как отмечает руководство детского сада, благодаря кружку дети играючи узнают о важнейших физических явлениях, знакомятся с экологией и окружающей средой, учатся новому с неподдельным удовольствием. Надежда Кузнецова, Мария Винокурова, Хандыга. Мы продолжаем рассказывать самые актуальные новости этого утра. Дальневосточную надбавку на электроэнергию могут продлить. Вице-премьер Юрий Трутнев выступил за продление дальневосточной надбавки после 2028 года. Эта мера позволяет снизить стоимость электроэнергии для жителей Дальнего Востока. Сейчас тарифы субсидируются до 2028 года. Трутнев пообещал работать над продлением программы. Ранее Минвостокразвития предлагала продлить надбавку до 2035 года, направив часть средств на поддержку бизнеса и модернизацию энергетики. Глава Якутии Ася Николаев поддержал эту инициативу. В Якутии проходит неделя здоровья на работе. Как сообщили в Минздраве Республики, корпоративные программы – важная часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Специалисты проводят профилактические осмотры, скрининги и консультируют сотрудников по вопросам правильного питания и физической активности. Отмечу, ранняя диагностика помогает выявить заболевания на ранней стадии и начать своевременное лечение. Сейчас в республике подобные программы действуют в 69 организациях. Экологический фестиваль «Зеленый алмаз» собрал экологов и педагогов в Мирном. Педагоги, общественники, путешественники, экологи компании «Алроса» и школьники обменялись опытом и обсудили новые проекты. В этом году на фестивале работала площадка для выступлений спикеров, выставка методических пособий по экологическому воспитанию дошкольников и фотовыставка «Arctic Fox», посвященная красоте северной природы. Формат фестиваля ежегодно меняется. Ранее проводились педагогические семинары и игровые программы для детей. У фестиваля идея объединить всех людей, связанных с экологией, начиная от педагогов, заканчивая фотографов и творческих людей. То есть это такая своеобразная площадка для людей, связанных, объединенных любовью и любимым делом, связанных с природой, с бережным отношением, с прекрасным, с родным краем. Год труда, репетиции и ожидания. В Ленской школе номер 4 состоялась премьера спектакля «Память хранят живые». Ученики и педагоги вложили в эту постановку не только силы, но и душу. Более подробно о постановке далее. История циклична, а подвиг бессмертен. Эта идея стала лейтмотивом постановки «Память хранят живые». Ученики и педагоги Ленской школы номер 4 готовили ее с прошлого года. Прорабатывали декорации, техническую часть и, конечно, реплики. В основе сценария – судьбы героев-молодогвардейцев, которые вели партизанскую деятельность в городе Краснодоне в годы Великой Отечественной войны. Юношеское бесстрашие и материнское горе стали эмоциональными центрами постановки. Прочувствовать их за 40 минут смогли и зрители, и сами актеры, ученики 4-й школы. Я испытываю грусть, скорбь, все-таки рассказываю о героях. Мне было очень грустно. Мы сейчас живем, считаю, я живу хорошо, у меня все есть, крыша над головой, мама, папа, конечности все есть. Вот так вот. Я очень благодарен. Мне было грустно за то, что я живу в таком замечательном мире, и, к сожалению, их нету рядом.
Первая свадьба состоится на площади Республики в Якутске. 7 июня на главной площади впервые пройдет церемония бракосочетания. Молодожены Василина Шахурдина и Борис Трофимов пригласили на торжество главу Республики Айсена Николаева. Глава региона отметил, что обновленная площадь Республики стала популярным местом отдыха горожан. Кроме площади, зарегистрировать брак можно на Ленских столбах и в городском парке. В будущем список площадок для выездных регистраций планируют расширить. На этом все. Хорошего дня и встретимся в эфире. Зарядку мы с вами выполняем каждое утро. Ну и следующая информация будет полезна для любителей коллективной зарядки. Для тех, кто любит заниматься спортом не в одиночку, ну, допустим, возле экрана телевизоров, а в большой компании единомышленников. Да, ведь даже в нашем холодном регионе наконец-то наступила хорошая теплая весна, и наконец-то можно перенести активные тренировки на улицу, заниматься спортом на солнышке и свежем воздухе и получать поистине огромный заряд энергии и удовольствия. О том, когда и где будут проходить коллективные зарядки, кто может принять участие, расскажет наш гость, заместитель министра по физической культуре и спорту Гавриил Михайлович Махначевский. Гавриил Михайлович, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот. Ну, собственно, где и в какое время будут занятия проходить? Так, ну, наша зарядка утренняя – это традиционное мероприятие. Мы ежегодно, вот это уже более, ну, около уже 20 лет, это же уже практика у нас идет. Мы во всех наших спортивных площадках, общественных тех наших площадях организованы утренние площадки. Ну, которые, в принципе, зарядка, становятся спортивными площадками на это время. Практически, да, можно так сказать. У нас будет начало с 5 мая. Будут организованы во всех наших больших основных площадках. Будут проводить наши инструктора, которые работают в наших спортивных объектах. Это те инструктора, которые непосредственно всегда работают с населением. Ну и, конечно же, наши энтузиасты, наши ветераны спорта, которые уже тоже более 10 лет уже принимают активное участие. И практически ежедневно, каждое утро они проводят вот такую площадку для горожан, для населения. И это очень отрадно, что в целом не только вот наши инструкторы работают, но и, конечно же, это подключаются наши общественники разных федераций видов спорта и, конечно, ну, энтузиасты наши. Главный вопрос для всех жителей и гостей столицы – во сколько стартуют эти зарядки? Зарядка у нас стартует с 7 часов утра, вот как я сказал, с 5 мая. Ну и будет продолжаться в течение часа. Поэтому всем нашим горожанам рекомендуем. Да, рекомендуем, чтобы они подошли. Ну и, конечно, научились правильно сделать вот такие утренние зарядки. Комплекс. Ну а вообще вот раньше было как-то, я помню, одно время было так, что вот УШУ, допустим, преподавали на одной локации, допустим, аэробику на другой локации. Сейчас остается такое вот разграничение? Ну, на сегодня вот сейчас, скажем так, укомплектуясь нашими инструкторами, теми энтузиастами, которые они будут, и, конечно же, будет вот это, кто будет инструктором, и где, имеется в виду проводить зарядку, и где, это тоже мы дополнительно сообщим. Хорошо. Где-то это, наверное, будет опубликовано, можно будет в социальных сетях. Да, в наших телеграм-каналах по Министерству спорта и наших подвесных учреждений. Это будет обязательно. Ну и, наверное, такой немаловажный вопрос, учитывая, что смотрит нас вся республика, в каких муниципальных районах, городах, может быть, основных будет, конечно, мы, наше министерство, задача, это, конечно, не только город Якутск, это вся республика. Мы вот этот вопрос тоже отрабатываем. Все направлены письма, которые, скажем, главам муниципальных районов, чтобы организовывали, проводили такие мероприятия, которые, для населения, чтобы тоже их инструктора проводили такую. То есть, наверное, в каждом улусе, мне кажется, есть такое. Да, ну, про каждым годом. Конечно, есть, я не буду говорить, конечно, есть моменты, где некоторые улусы не проводят, скажем так, такие утренние зарядки, но, тем не менее, у нас ежегодно увеличивается количество муниципальных районов, которые проводят вот такие мероприятия. Ну, значит, скоро и вся республика будет проводить. Да, все обязательно, мы должны этого добиться.
Ну, вообще, в целом, вот как утренняя зарядка влияет вообще на здоровье и настроение участников? Ведь все равно вы, наверное, видите обратную связь, отзывы. Люди приходят... грустные, уходят веселые. К примеру, да, да, конечно, или как? это, безусловно, это утренняя зарядка, это в первую очередь бодрость, это целостно, скажем, кровообращение улучшается, дыхательные упражнения, которые непосредственно будут проводиться во время зарядки. Это, ну и, конечно, это всегда, в первую очередь, зарядка – это бодрость. То есть, да, обязательно человек должен просыпаться, организм просыпается, делая те упражнения, которые непосредственно воздействуют на целостный организм. И начиная от дыхательных упражнений, кровообращения. Поэтому систематически в этом еще я скажу, да, надо сделать вот эту утреннюю зарядку. Тогда будет эффект еще больше и больше. Гаврил Михайлович. Кстати, лимфоток – немаловажная вещь. Об этом, юные зрители, узнаете ближе к 30. Гаврил Михайлович, спасибо большое, что подошли на утренний эфир. Мы надеемся, что с 5 мая все больше и больше горожан присоединятся к этой замечательной акции, потому что этот проект действительно работает. Уже не первый год и, как сказали, имеет свой эффект. Ничего сложного в этом нет. Нужно лишь проснуться чуть раньше, выйти на различные локации нашей столицы, а их большое количество, найти свое, что поближе, что удобнее, может быть, к работе, может, перед работой забежать, может быть, поближе к детскому садику. Ну и опять же выбрать, если будут конкретно узконаправленные какие-то зарядки, то есть выбрать ту, которой хочется заняться. Гаврил Михайлович, еще раз спасибо за эту беседу. Ну а мы на этом с вами, дорогие зрители, также прощаемся. Желаем вам отличного дня сегодня. Завтра в этой студии вновь мы увидимся с вами. Всем прекрасного, доброго утра и хорошего настроения. До новых встреч.